Я хочу поддержать вот этот тезис, абсолютно согласен с тем, что, конечно, без участия, я даже сказал, без организационного участия наших властей этого не произошло бы. По одной простой причине, мой личный, так сказать, опыт беседы на границе. До того, как эта беседа состоялась, у меня был сигнал, у меня была информация о том, что моя поездка в Турцию живо обсуждается между нашим представительством там и руководством тогдашним, так сказать, здесь. Обсуждается живо, и причем в этом обсуждении еще участвуют и чиновники соседнего государства. Эта информация у меня была. Потом, но, как и все, что мы делаем это публично и открыто. Поэтому все встречи и так далее, все было под камеру. И тогда же, когда меня попросили побеседовать, для меня было очевидно, что этот сотрудник вел абсолютно формальную работу. Это было, вот у него записано, что вот Левана Лагула надо задержать. Вот он и задержал, там взять данные, вот он взял. И был один вопрос. Ты, говорит, антироссийски настроены? Я говорю, нет. Вот реально. И тогда было дальше утверждение. Значит, ты пророссийский? Я говорю, я проабхазский. Вот вся наша беседа может быть охарактеризована только вы. Откуда знать им, что я какой-то антироссийский? Только потому, что так сообщили наши, конечно, что я антироссийский, надо его проверить. Там парень, молодой человек, он видит по мне, что ничего там, не какой-то там террорист и так далее. По беседе он понимает, что просто ему надо отчитаться. Но у него там галочка стоит, потому что эту галочку попросили сделать наш. Вот и все. Но, как ты правильно говоришь, у нас нет информации, там доказанной информации, что и этот чиновник именно там. Просто мы имеем определенную информацию из своих, так скажем, источников. Доказанного нет, ты за руку не поймаешь. Но они-то знают, кто это говорил. Слушайте, я абсолютно не виню Москву в этом действии. Абсолютно не виню. Да, при том, что там Россия меня признала иноагентом. Ну смотри, Москва дружит с Сухумом. Друзья. Сухум просит Москву, слушайте, сделайте что-нибудь, помогите. И Москва говорит, ладно, если это вы решили, почему не помочь? Сделаем кого-то, лишим гражданства, кого-то назовем иноагентами и так далее. Она выполнила свой союзнический долг, условно, да? Но сама просьба вот тех людей, которые просили... Я считаю, что это все нездоровое. Нездоровое. А я с вами не согласна. Нет, сам факт, что такого, я считаю, что неправильно. Я скажу даже почему. Должны проверить же. У вас нет претензий к Москве, у вас нет претензий к Российской Федерации, а у меня они есть. И я скажу почему. Друзья, Сухум с Москвой дружит, Аслан Бжани с кем-то там дружит, я не знаю, структуры какие-то государственные и так далее с кем-то дружат, никаких проблем. Но хотя бы элементарно, просто проверить и посмотреть, это ж так сложно. Слушай, зачем проверять, если Сухум просит наказать не с фаршем? Рассказываю, почему. Вот есть телеканал НТВ, вы, наверное, знаете, безусловно, знаете. Сюжет вот этот потрясающий. Я вдаваться в подробности не буду, лишь небольшая ремарка. Все кадры, 90% кадров, которые использовал телеканал НТВ, это кадры, которые я снимала в Мариуполе через 2 дня после его освобождения. Это уже... Понимаешь? Но это показательно. Когда я первый и единственный была на тот момент журналист, еще и женщина, кстати, которая приехала освещать СВО, дай бог здоровья нашим ветеранам войны, которые меня туда с собой забрали, да, это не показатель. Хотя мои передачи, мои съемки транслировались по Первому каналу, по НТВ, по Второму каналу. Тогда это было замечательно. Понимаешь? А потом вдруг Аслан Бжани попросил, можно перечеркнуть всю историю. Тогда у меня один вопрос.
Москва дружила с Сухумом в каком качестве? Только с Асланом Бжани? Она думала, Или да. Сухум это Абхазия, это как бы мы все в том числе? Ну вот Аслан Бжани Поэтому внушил, да, что ну. главная опора Ну, я России. Ну считаю, тогда что у вы них просто- есть Аслан Бжани, сейчас пусть Не, пользуются. ну, во-первых, мы разные страны, и Конечно. мы по-разному смотрим на то, как выстраиваются отношения. Мы сейчас туда как бы копать и так далее не Не будем. собираемся, У них свои конечно. принципы, Да. у нас И у меня свои. главные претензии своему руководству. Своему, безусловно. Вот что происходит с, скажем так, с иноагентами, да, с лишенными гражданства в Абхазии? Мы идем в парламент, там созывают там комитетское слушание, там, да, депутаты и так далее, встречаемся с ними. Потом у вас встреча с министром иностранных дел. То есть вот люди, которые объявлены, несут угрозу и так далее, они с высшим руководством Абхазии контактируют на постоянной основе. Вот этот стратегический партнер России, который здесь представлен руководством страны, с ними контактируют все вот эти опасные люди постоянно. Просто вот, да, и каждодневно, если можно так сказать. Но это же какой-то вообще, ну, как это уместить в нормальной Ну это голове? да, это сюр, я говорю. Это нереально уместить в голове. Поэтому здесь могут что угодно, сейчас кого чем угодно и кем угодно говорить. Но по факту получается, что это не работает. И самая большая претензия, вы говорите, что к руководству Абхазии, да? Конечно. И самый, скажем так, большая ответственность, потому что никуда эти люди не делись. Мы находимся все здесь. И... Нет, кое-кого убрали, слава богу. Не, я имею в виду, что люди под репрессиями, Должности. которые... А. Нет, мы находимся все здесь. Да. И этот вопрос не рассосется сам по себе тоже, никуда он тоже не денется. Продолжение этих санкций приведет к осложнению реально уже внутриполитической ситуации. И мне кажется, что все давным-давно поняли, что никому не нужны вот эти всякие волны внутриполитические, то одного, то другого. Но если такие вопросы не будут решаться, то, к сожалению, у нас один и тот же сценарий в Абхазии будет реализован. Как бы я сейчас не то, что я кому-то угрожаю там, и так далее, но мне кажется, что просто, если мы несколько лет говорили, что в случае, если руководство Абхазии не поменяет курс, это приведет к этому и так далее, мы предупреждали на твоем канале, на этом канале и халет. Сейчас тоже я как бы понимаю, что если не решать вопросы, которые встают с нашими гражданами, это же еще и с материнским капиталом история, Пособия, это с этими пособиями, это с нашей репатриацией, это с журналистами, это с политиками. То есть слишком большой пласт людей зацепили, да, и вот так как бы сделать вид, что ну ладно, нет Аслана Бжани, и на этом закрыли тему, мне кажется, это просто нереально. Ну вот этого точно не будет. И это, может быть, власть этого не до конца понимает, я не знаю, может быть, она не осознает, но вот 15 ноября это был очень серьезный выплеск энергии народной. И потом были, ну помните, это отключение, потом были вот эта сумасшедшая избирательная кампания, и все это не сломило настроение, да, здесь людей. И, может быть, реально власть не до конца понимает, что вопросы не сняты. Но в любом случае... Вот этот я хочу как В финальный любом вопрос. случае здесь даже речь не Не о личных каких-то не говорю. о каких-то личных, и даже не в контексте того, что на кого-то наложили санкции и так далее. Мы должны, да, у нас третий раз подряд действующий президент досрочно, не по своей воле, уходит в отставку. Все это осуществляется через штурм президентского дворца недовольными массами, так скажем. Да, мы ни разу, подчеркиваю, не давали политической оценки произошедшему. Была попытка после 2014 года как-то дать политическую оценку, но она как-то опять была замята. Но вот нам
вот чтобы у нас этого дня сурка не было как бы с ухудшением как бы, картинки, да, вот день сурка повторяется, но как бы мы ухудшим еще немного ситуацию, да, то есть чтобы вот этого не было, нам все-таки, да, при всем том раздрае, который у нас существует внутриполитическом и так далее, я, как бы, да, ну, исключим отдельных персонажей, но тем не менее, я уверен, что все эти люди, которые находятся в политике, они радеют за абхазское государство. То есть я не допускаю мысли, что они вот думают, как бы это государство развалить, да, то есть просто может у каждого свои там взгляды, да, там и так далее, или каждый думает как-то приспособиться, но в душе они все за абхазское государство, я надеюсь на это. Но вот и мы должны, наверное, все-таки наш политический класс, наша политическая элита, наша, вот все, которые участвуют на этом поле, играют, они должны, наверное, все-таки сделать какие-то политические выводы. То есть это власть, оппозиция должны сесть и вот как бы подытожить, да, эту ситуацию. Определить, где действительно какие власть ошибки совершила, да, чего можно делать, чего нельзя делать. Мы настолько хрупкое государство, да, что любой чих какой-то вовремя незамеченный, если его просто как бы проигнорировать, он может перерасти в нечто большее, да. Это вот когда-то ты там не заметил, простудился, потом воспаление легких, да, ну вот для нас это почти смерти подобно, да, считайте вот как бы это вот начало 20 века, пенициллин еще не изобрели, да, и вот где-то в абхазской деревне кто-то простудился, у него воспаление легких и просто не спасли, очень много было таких. И вот наше государство, если вот так, с такой аллегорией подходить, оно именно в таком состоянии находится. И нам нужно разобрать, в чем проблема. Дать оценку ситуации. Вот пока мы не дадим оценку этой ситуации, пока не назовем какие-то вещи своими именами, пока не признаем определенные ошибки, мы с этого места не сойдем. У нас этот день сурка будет продолжаться еще больше. И этот день сурка будет просто разваливать абхазское государство. Да? Сейчас уже как бы даже у союзников возникло понимание, что эти абхазцы сами самостоятельно не справляются со своими обязанностями. И коль эти власти регулярно там по всякой мелочи обращаются, раньше они обращались по деньгам, да, дайте нам, помогите нам деньгами, да, там, а сейчас по всякой просьбе, там, накажите тех, сделайте то, третье, десятое, то есть они уже начинают понимать, что это вот как бы, да, союзник, но он абсолютно беспомощен, да, то есть несостоятелен. Не дай Бог, если мы поймем, что мы, наши граждане, да, там, может, некоторые представители считают, что мы, вот, абхазское государство, оно в какой-то мере несостоятельно, они не могут справиться, но это как бы показатель того, что именно эти чиновники несостоятельны. Элита не справляется, а общество вот, справляется. Да, а вот за то, чтобы они там сидели, вон там 1000 жизней положено, да, и они каждый там праздник, какой-то траурный, поминальный день, они там ходят, и я бы хотел бы просто, чтобы они пришли. Я, кстати говоря, никогда не хожу, потому что вот в такой массовости, мне кажется, теряется какой-то смысл. То есть это вот такая Безалова, да, то есть все госструктуры и так далее приходят, и у них такая вот Обязалова. Мне кажется, лучшей памятью будет, если люди будут как бы работать ради того, ради чего эти люди погибли, да, а не ходить и покупать венки, выстраиваться в шеренги, там ходить. И я вообще смотрю на какие-то вещи тоже совершенно по-другому. Мне кажется, тот же президент страны, он должен приходить туда один, как это делает везде. Да, возлагать венок он один, не в каком-то колхозе, я извиняюсь, когда ты всех собрал. Это ответственность твоя должна быть. Ты приходишь туда и говоришь, я
в общем-то, за то, что вы погибли, это дело буду как бы за эти ценности буду дальше бороться. А когда ты приходишь вот так, это все размывается, это вот такой какой-то Там абсолютная мнений безответственность. может быть в этом смысле много. Я сейчас Да. не настаиваю, поэтому Нет, можно и так, и так. Главное, мне кажется, другой тезис, что все это делает, все проявляется в работе, в твоих реальных делах. Вот если ты реально служишь народу, то можешь приходить один с толпой, с кем угодно. Нет, я Да, говорю я о том, понял. что у нас очень многие вещи Формально, они да, перешли в некий ритуал. Да. Я не хочу, чтобы наше тоже государство ритуальное. стало ритуальным. Это Песни, да. пляски и так далее, Да. мы уже это проходили. Это слишком маленькая роль Да. для того, чтобы вы Не-не-не, её когда играли. государство становится инструментом для зарабатывания денег, когда государственные активы, а какие у нас активы, заводов, фабрик, промышленности, у нас такого ничего нет, это условно наша земля, какая-то недвижимость, оставшаяся с советского периода, когда вот это не становится разменной монетой, тогда, может быть, еще есть возможность о чем-то говорить. Пока, вот честно, да, безусловно, каждый из них, я сейчас о власти, вообще о чиновниках, безусловно, они любят эту страну, потому что они на ней зарабатывают. Я к этому так отношусь. Кто-то любит ее по-настоящему, безусловно. Сейчас я больше, он меньше, тот меньше, я так сказать не могу. Но прошу прощения. Когда у вас прожиточный минимум на март 2025 года 16 тысяч с копейками, когда у вас инвалид второй группы Отечественной войны народа Абхазии 8, 9, максимум 10 тысяч получает, это даже ниже прожиточного минимума. А когда твой водитель получает в подарок Мерседес последней модели, с которой даже не всегда успевает снимать на 2-3А, после того, как ему подарили, после того, как ты ездишь в ту же дружественную страну и тратишь миллионы рублей, в то время, когда у тебя вся страна собирает деньги на то, что ребенку нужна помощь, знаете, как бы... Понятно, что в гробу, основе говорит, я всего видал- лежит коррупция. В гробу я видала такую любовь к родине. Безусловно, работу над ошибками, то, о чем ты говорила, нам надо делать. Но сейчас надо еще и обратить взор, слушайте, сделайте здесь хорошо. В этой стране создайте условия между богатыми и бедными. Посмотрите, какая разница. Вы просто походите по центру города, по рынку. Поэтому я и говорю, что нужно все-таки... Без этого ничего не будет. Наша бюрократия, наше чиновничество, которое представляет власть, Да. вот этот моральный критерий, моральная планка, она действительно очень сильно опущена. Вот не подняв ее, Ничего не получится. ничего не получится. Ну, то есть будет все хуже и хуже. То есть для гражданина должно быть, что вот он, когда приходит к какому-то чиновнику, он ему должен доверять. То есть он должен понимать, что этот чиновник работает на него, на обычного гражданина. Когда этот гражданин приходит, и его просто даже, я извиняюсь, задницу от стула не отрывают, и просто на него смотрят, как на этот, что же он пришел, да, этот нищеброд, да. То есть вот здесь заканчивается государство, понимаешь? Мы должны, даже если ты не можешь удовлетворить просьбу. Ну, бывает и такое, когда человек приходит и что-то хочет такое, что чиновник, ну, даже если бы он и в этой мог, ну, все сделал бы, он просто не в его компетенции. Ну и глаза. Ты должен, человек приходит, да, ты должен, да, иногда просто хорошее, доброе слово, оно как бы как бальзам на душу человека, который там устал ходить по всяким инстанциям. И мы должны, да, мы бедное государство, да, относительно бедное, хотя мне кажется, если там суммировать все активы, которые все-таки внутри Абхазии где-то есть, в каких-то закромах, то мы достаточно богатое государство, чемпионы мира по богатству. да, способное вот эти 250 тысяч человек, граждан Абхазии, сделать так, чтобы они
жили в нормальных условиях. В нормальных условиях то есть социальные их условия были бы на высшем уровне. То есть это мы способны сделать. Я говорю о том, чтобы все-таки без вот этой моральной составляющей мы никогда не достигнем того, что здесь, даже при какой-то, знаете, там, какая бы экономическая модель ни была, эту экономическую модель делают люди, осуществляют люди. Пока вот этот человек не будет нравственно чистым, ничего ты не... Он будет работать на себя исключительно. Да, я хочу сказать большое спасибо за беседу. Тут мораль, она... Вот с юристами, кажется, говорил, я сейчас боюсь в формулировках там ошибиться, но закон не может быть аморальным. То есть, грубо говоря, человек, который писал этот донос, он нарушал закон и писанный, и не писанный. Поэтому, когда журналисты там, ругают, критикуют власть, они помогают этому государству, помогают этому обществу. Да, журналистика бывает разная, и ошибаться можем, и все остальное, и так далее. Но, по сути, вопросы, которые мы сегодня поднимали, это вопрос о том, как делать абхазское государство лучше, если людей, которые должны следить за тем, чтобы публично следить за тем, чтобы власти соответствовали требованиям своего общества, называют иноагентами другого государства, вообще по сути не имевшие никакого отношения к тем вопросам, которые здесь озвучивались. Я хочу вас поблагодарить за беседу. Мы, конечно, вопрос этот не оставим в покое. Ну, посмотрим, какие будут решения судов и будут ли вообще эти решения. Сожалею, что сегодня Зида Терентьевна не смогла принять участие в беседе. Но Апснахабар, пока еще не объявлен иноагентом, готов предоставлять нашу площадку для такого обсуждения. И будем посмотреть, как говорится, подписывайтесь на Апснахабар, ставьте лайки, репосты, комментируйте и не доносите. Спасибо. Если не на кого доносить. Спасибо. Спасибо.